Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Прогноз на следующие 3 месяца. Чего ждать, на что надеяться, что по судьбе. Посмотрим основные сферы вашей жизни. Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте на себя и так и спросите, что ждет меня в ближайшие 3 месяца, что мне по судьбе. Надеюсь, вы настроились, я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим. Пусть высшие силы водят моими руками и дадут нам возможность увидеть будущее. Так, мои милые, событий много будет, очень много. И события такие неординарные. Здесь жизнь начнет меняться. Причем какой-то даже период будет. Период очень яркий. Здесь именно качественные перемены идут. Кто-то забеременеет, кто-то вступит в отношения, кто-то вообще замуж пойдет, кто-то новую работу найдет, кто-то бизнес свой откроет. У кого-то, может быть, будет какой-то переезд, либо возможность на то, чтобы кардинально поменять свою жизнь. Здесь жизнь бьет ключом, и жизнь полная чаша. Вам некогда будет сидеть на месте, хандрить, отдыхать, расслабляться. Время энергии. Время, когда нужно ковать железо, причем не отходя от наковальни. Смотрите, у кого-то идет обретение автомобиля, кто-то сможет купить себе, либо подарок, может быть, получит, либо наконец-таки, обзаведется, может быть, транспортом благодаря работе, либо каким-то, может быть, благодаря какому-то человеку, то есть идет автомобиль. Кто-то из вас, наоборот, пойдет, может быть, учиться, осваивать это дело. Кто-то захочет водить машину, пойдет за правами. В любом случае, я вижу, что вам как бы за рулем быть. Кстати, еще руль может отыграться как руль вашей жизни. Вы будете капитаном корабля под названием «Жизнь», «Судьба». Так. У вас идет мудрость через какие-то сложные ситуации, через сложные какие-то испытания, квесты, челленджи. Придется, конечно, понапрягаться. Вам судьба на ближайшие 3 месяца подкинет где-то порядка 3-5 сложных задач, которые вы будете решать. Причем решать с трудом, но вы справитесь, потому что если не вы, то никто. Здесь придется привлечь все свои способности, все свои знания. Возможно, будете еще привлекать каких-то сторонних специалистов, либо консультироваться у знающих людей. Здесь змея выходит, но змея маленькая. То есть вы еще растете. Ваша мудрость, ваши знания, они еще растут. И они будут крепнуть, мои дорогие. Дальше. Здесь у кого-то момент соперничества, момент какой-то борьбы идет. Причем борьба какая-то скрытная, подковерная. Это может быть на работе. Будете соперничать и даже не знать, что кто-то с вами соперничает, кто-то с вами соревнуется, кто-то против вас выступает. Также это может быть в доме, в семье, это может быть в отношениях. И может действительно появиться какая-то женщина, разлучница, либо мужчина-разлучник, кто попытается то, что ваше, присвоить себе, вашего любимого человека переманить. Может быть, будет так жонглировать ситуациями, чтобы вы начали сомневаться в своем любимом человеке, чтобы вас от него, скажем так, интерес к нему перебить, чтобы вы рассорились, расстроились и разошлись. Значит, может быть, кстати, активируется какая-то бывшая женщина, бывшая любовница, бывшая жена.
Может быть, даже мама, да, родственница какая-то тоже активируется и начнет свои 5 копеек направо и налево вставлять. Поэтому в семейных отношениях здесь, конечно, придется пережить достаточно смутный период. И вот я обращаюсь именно к женщинам. Насколько вы будете адекватно оценивать ситуацию, насколько вы сможете совладать со своими эмоциями, мыслями и настроением, настолько вы сможете сохранить либо уберечь свою семью от раздоров, от расставаний и от больших неприятностей. Почему? Именно в любви и именно в отношениях идет сложный период. Кто-то будет присматриваться, кто-то будет притираться друг к другу, а кто-то действительно будет бороться за свое счастье, за свое будущее. Значит, по поводу любимого человека, не перегинайте палку. Всегда понимайте, что все мы люди, все мы склонны к ошибкам, случайно или специально. Да? Всех у нас иногда ум за разум заходит, да, и мы способны на то, чего от нас не ждут. Прежде чем кого-то там ругать, распекать, подумайте, к чему это приведет. Старайтесь поменьше истерик, поменьше каких-то упреков, поменьше каких-то укоров. Вот это вообще лишнее будет. Здесь нужен диалог конструктивный. Лучше придумайте какое-то дело, какое-то занятие, которое будет вас объединять, либо позволит вам объединиться и сойтись. То же самое в отношениях. Кто встречается, общается. Большой риск того, что появится какая-то конкурентка, либо какой-то конкурент. Человек будет бросать вам вызов, человек будет очень нагло себя вести, а вы будете злиться, будете уходить в себя, убегать от этой ситуации. Это самое худшее, что вы можете сделать. Здесь наоборот, нужно идти вперед, нужно бороться, нужно участвовать в этом челлендже и показать, что вы ничем не хуже. И пусть ваш соперник убегает, прячется и там где-нибудь плачет в сторонке. Не стесняться. Вот стесняться — это самое худшее, что вы можете сделать. Только вперед и только добиваться того, чего хотите. Смотрите. Я вижу, что кто-то вас будет добиваться, вашего расположения, вашего внимания. Кто конкретно, я не скажу. Но то, что человек горячий, человек настроен и на интимную близость, и на душевную близость. То есть этому человеку нужны именно вы и отношения с вами. Не просто там провести время, провести ночь, а именно серьезные, стабильные отношения. То есть человек расположен, либо настроен на то, чтобы у вас была семья, какие-то очень добрые, теплые семейные отношения. Также я вижу еще какого-то соблазнителя, то есть человек, который будет вас соблазнять. Соблазнять он может вас на интим, на близость, либо на какое-то время, да, вот вы такая неприступная вся, да, девушка там холодная, холодных кровей, да, снежная королева. И этот человек, вот он там с кем-то пообщается, похвастается, а вот я ее соблазню, вот будет моей, да, я растоплю ее сердце. И он будет вот там выпендриваться, из шкурки вон вылазить, чтобы вас соблазнить. Значит, девочки, я вижу, что вы серьезная, особенно девочкам обращаюсь, да, серьезная женщина, которая ищет серьезных отношений. В этом мужчине вы, конечно же, почувствуете подвох, но настолько он мастерски будет изображать любовь, настолько он будет играть, да, что вы можете и поверить. Значит, не позволяйте всяким ловеласам разбивать себе сердце. Не позволяйте этой ситуации. Здесь очень важно этого человека, испытать на его преданность, на его верность, на его серьезность, стабильность и на его планы на будущее, да, узнать эти планы на будущее. Поэтому даже если очень сильно захочется, лучше до поры до времени не пускайте его в свое сердце, и тем более в свою постель. Еще момент очень важный. Момент какого-то предложения, которое идет очень давно к вам, либо где-то потерялось, либо по чьей-то вине затерялось. Значит, вам бы хотели предложить какую-то, может быть, работу, либо какое-то дело, какую-то возможность. Но есть обстоятельства такие, вот вы то ли не готовы, то ли
Может быть, если вам предложить сейчас, вы просто откажетесь, да, побоитесь что-то в жизни менять. Значит, у вас идет такая ситуация. Сначала вы в чем-то теряете, причем теряете достаточно серьезно, или вам кажется, что это серьезно. И тут же, буквально там следующим часом, либо следующим днем вы обретаете. Причем обретаете гораздо больше, чем потеряли. По деньгам. Деньги вас любят, деньги к вам идут, деньги у вас есть, но также какие-то мошенники вокруг вас ходят. У кого-то это могут быть карманники, воры-карманники, берегитесь. А у кого-то это могут быть в прямом смысле мошенники, которые будут обманным путем с вас денежки забирать. Да? Будут вам, например, что-то обещать в интернете особенно, да? Что-то вы покупаете. Люди говорят, да, все классно, отправляем. И вы деньги посылаете, и ни ответа, ни привета. И то же самое может быть по каким-то услугам. И, кстати, может быть еще ситуация, что вас на что-то соблазнят, да, на то, что вам особо не нужно, либо как-то очень красочно будут вам там описывать, рассказывать, вы можете действительно соблазниться. Потратите деньги, и на этом все, да, кроме расстройства ничего не получите. Не доверяйте интернету, либо старайтесь пользоваться только лишь проверенными сайтами, либо спрашивайте у людей на форумах, да, насколько можно доверять тому или иному человеку, либо тому или иному интернет-ресурсу. Следующий момент. У кого-то из вас в семье особенно, да, либо сын, либо муж могут нуждаться в деньгах, либо в какой-то поддержке. Это может быть связано как с каким-то происшествием, так и, в принципе, да, с работой. То есть может быть, сын, либо муж потеряет работу, либо, может быть, какие-то штрафы будут наложены большие, либо какой-то, может быть, ремонт дорогостоящий потребуется автомобилю, например. Да? Здесь придется вам немножечко подужаться. И такой момент хочу сказать, предупредить, вернее, я хочу вас, не надо брать кредитов. Вам противопоказано залазить в долги в первые 3 месяца, да, года, получается, вам противопоказано залазить в долги. Иначе вы рискуете на весь год себя обречь на кабалу, именно в прямом смысле слова. Лучше не надо. Постарайтесь ужаться, постарайтесь сэкономить, постарайтесь прям попридержать эти деньги, рассчитывайте только лишь на свои силы. Иначе вот эта зависимость, она вас просто поглотит. У вас получится, вы справитесь, но может быть где-то чуть-чуть качество жизни пострадает. Но это терпимо, это переносимо, это не навсегда, это вот действительно на какой-то короткий отрезок времени. Кроме вас никто не поможет, и вы никого не надейтесь, да, решайте сами эти вопросы, эти проблемы. Кстати, у кого-то даже так отыграется, что неприятности у вашего мужчины, будь то муж, будь то сын, позволят семье сплотиться, сблизиться и выйти на новый уровень общения. Так, что касается здоровья. По здоровью, тут так я вам скажу. У многих год начинается с каких-то обострений. У многих год начинается с простудных каких-то заболеваний, с какого-то вот даже, знаете, дискомфорта, да, в теле дискомфорт у человека. Что-то где-то ломит, побаливает, покаливает, а кто-то в прямом смысле может разболеться. Значит, виной тому время года, виной тому ваше поверхностное, легкое отношение к себе, к своему здоровью, и виной тому такое настроение, да, настроение, которое вокруг. Но я вижу, что если вы предпримете какие-то конкретные действия, то вы сможете все это преодолеть, то есть получить хорошую квалифицированную помощь, вы сможете поправить свое здоровье, и вы можете излечиться от каких-то достаточно проблематичных, да, не знаю, заболеваний, либо ситуаций, да, обстоятельств, не знаю, как правильно сказать. То есть все поправимо, то есть фатала я у вас не вижу. Единственное, что очень важно, обратите внимание на своих партнеров, либо на тех, кто с вами проживает в одном доме, особенно на мужчин. Потому что мужчины тут терпилы, в прямом смысле слова. То есть у человека может что-то болеть, у него может быть прединфарктное состояние, а он такой типа, да, таблеточку выпью, да, либо я там пойду полежу, пояс из собачьей шерсти одену, да, само пройдет. Вот это ни в коем случае нельзя. Здесь женщина, мама, жена, не знаю, там сестра должна быть во всеоружии, то есть готова действовать молниеносно, реагировать на любые состояния мужчины, который в доме, в семье. Очень важно вам не упустить момент.
Так, еще из важного, что касается любви и отношений. Значит, для тех, кто у меня начнут общаться, встречаться, я вижу тут повышенное внимание к вашей персоне со стороны противоположного пола, но все как-то, знаете, не те, не то. У вас встреча возможна, но вы психологически как будто к ней не готовы. То есть к вам бы сейчас, я не знаю, там какой-нибудь принц, да, принц бы пришел, либо какая-нибудь там королевишна пришла, вы бы просто отвернулись и куда-нибудь ушли. Значит, психологически нужно себя проработать. Позвольте себе счастье, позвольте не судить человека по первому взгляду, да, либо по первой там минуты общения, потому что люди не всегда умеют быстро раскрыться. И да, конечно, на это нужно там 2-е, 3-е, 10-е свидание, чтобы человека более-менее понять, кто перед вами, какие мысли, какие идеи, какие, скажем так, какое отношение к семье у этого человека. Поэтому не рубите на корню, старайтесь дать людям, ну, кто с вами там будет общаться, встречаться, возможность себя проявить по-настоящему. И еще важный момент, который касается именно каких-то, я не знаю, тут какие-то государственные вопросы, да, либо с властью, либо с какими-то органами, да, вопросы могут быть. Значит, дерзить нельзя, хамить нельзя, но и за свои права тоже нужно бороться. Здесь очень важно, если вы понимаете, что вы правы и что закон на вашей стороне, доказать. Доказать, да, не полениться, доказать, что вы правы и что вы действуете согласно букве закона. И если там люди не хотят выполнять свои обязанности, либо превышают свои полномочия. Также момент такой, да, что не нужно оспаривать там, где вы не правы, потому что есть за что зацепиться, потому что есть за что вас перехватить. Здесь нужно, знаете, как постараться сглаживать эти конфликты. И, конечно же, ну, ни в коем случае там себя в грудь ничем не бить и не говорить, да я тут всех вас на одном месте вертеть буду. Вот этого ни в коем случае делать нельзя. Если какие-то суды, выяснения, прояснения, то результат будет, но результат какой-то, знаете, как по чайной ложке будет. То есть очень медленно будет действовать этот закон, медленно будете продвигаться, но будете. И это самое главное. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.